Так, ну что, закончилась наша тренировка в бассейне. 1,5 километра сегодня бахнули. Фух, кайфово вообще. Тепло так, 15 градусов, кайф. Сейчас пойдем покупаемся, переоденемся, попьем кофейка, а потом пойдем на набережную обедать. Фух. Красота, да. Что-то в столовой людей так, да, маловато столов, столько капец. Ну да, такая гостиница, конечно. Номеров же много. Гостей много. Столов много. Дождя нету. Пасмурно, но утром дождь был и все. Включение из Ялты Интурист. Вечер. 20 ноября. Поплавал в бассейне, попил кофе, а теперь иду на набережную обедать. Электрозарядка. Плохо, что для велосипедов еще нету. Людей много сегодня заселялись. Кто на 2-3 дня, кто на 7 дней. Посмотрим, сколько градусов. 14, было 15, сейчас 14. Ну, ближе к вечеру, да. Будет холодать чуток. Вот так вот, да. Микрофон. Ну, а так тепло, да, вообще прям отлично. Сегодня у нас среда. Среда, осень заканчивается, да, скоро уже зима через 10 дней. Фух, листва вон такая еще осенняя вся. Деревья еще такие он. Между вечно зелеными. Обычный он там. Воздух, да. Идем, в общем, на пляж. В ресторан «Чайку». Чайка на пляже. Таксисты мотаются туда-сюда, туда-сюда. Да, погода сейчас кайфовая, а вот на следующей неделе похолодает. Будет +7, +5, что-то такое уже прям зимнее. Зимняя будет атмосфера. Sky Plaza 2. Веревочный парк Лень в пень. Лень в пень. Вот такая красота. Еще даже не потемнело, уже 5:15. Что они тут ездят? Место было. Можно пойти прогуляться вот там. Но мы идем в ресторан. Ой. Люди ждут автобуса.
Люди автобус ждут, да. Интересно, это они куда? В центр Ялты, что ли? Или куда это они ждут автобус? Тут пешком можно пройтись. Вот я вот сейчас вышел, я сейчас пойду. Сейчас, правда, посижу, пообедаю, но пойду пешком. Вот сколько тут? 20 минут идти не спеша. Вообще отлично, кайф. Ну да, если кто-то после работы там, да, конечно, то устали, куда там еще идти. Куда еще идти? После работы там уже хочется побыстрее домой приехать, выпасть, отдыхать там, да. Ну, я поплавал сегодня так отличненько. Так, надо сейчас чуть-чуть, о, вот так. 1,5 километра заплыв был такой нормальненький. Не, вот так, да, классно, когда есть вот бассейн, когда вот дождь, когда грязно, погода вот такая. Вот спортзал, бассейн, ну, то есть кому что по душе там. Кто там в волейбол играет, кто там в баскетбол, есть же всякие, собираются там в каких-то школах, там в каких-то там дворцах, в каких-то залах специальных, где есть такие площадки. Ну да, то есть кто как бы чем увлекается. Кто там вечером пойдет на волейбол, кто на баскетбол, кто там на футбол, там мини там или большое поле. Кто еще куда. Ну, в общем, да, занятий полно. Только, правда, да, если бассейн как бы стоит денег нормальных, то остальное как бы там тот же футбол, там баскетбол, волейбол, что там еще есть, то они все как бы в основном все бесплатное. Ты просто приходишь на поле и играешь. А в бассейн, да, в бассейн надо отвалить денег, чтобы поплавать. Бесплатно тебя никто не пустит. Ну да, как бы 3000 стоит заход с утра до вечера. Ну, то есть можешь зайти в любое время. Хоть час ты там, хоть два, хоть полдня, хоть целый день там. Смотря что, да. Ну, мне чисто в бассейн, мне поплавать в бассейне. Это даже если там не спеша, там на расслабоне, там, ну, час максимум. Ну, там, не знаю, может быть, часа полтора. Это все, это вот так, потолок. Ну, там всякие эти бани, там джакузи, всякое такое разное. Это мне особо не интересно. Ну, я могу в баню ходить там. Но это, о, закатик такой он там. Но это редко. Это может быть раз в месяц там. Тут что-то позакрывалось все. Один он работает. Тут было открыто, теперь закрыто. Так что раньше, да. Раньше я ходил в баню, наверное, ну это давненько было. Где-то, наверное, раз в неделю, раз в 2 недели. То есть в месяц, грубо говоря, 2 раза, да. Красивый закат. Ходил я, да. В месяц 2 раза. Где-то, да. Каждую субботу или каждое воскресенье. Ох, красотища какая. Вот это видок, да? Красота, ляпота. Класс. Шикарно. Что-то рыбаков нету. Ха-ха. А где ж они, рыбаки? А, ну все ж работают. Да, если кто на пенсии, да, и в основном кто на пенсии, тоже работают. На одну пенсию не проживешь.
Работают, да, мужики сегодня видно. А я не помню в тот раз, это я когда был, в какой день, в выходной или в будний день. Когда они тут все были и там, и там. Сейчас вот никого. Вон, уже дошли до ресторанчайка. В принципе, не так холодно. Сейчас вон там на диванчике выпадем, если будет место. А, вон они. Или то не рыбаки. А вот тут пройти интересно можно. Вот здесь, вот там. А, ну да, можно там пройти, кстати. Красотища. Просто красотища. А, так тут тоже он кафе. Вот такой шторм. Красота. Морем так пахнет. Класс. Просто класс. А тут, интересно, выход есть на ту сторону. Селем. Крымская татарская кухня. А, ну да, вроде там он есть, да. Проход. А, это я зайду сейчас сюда вот. Вниз. Готов сделать. Ну что, вышел с ресторана «Чайка». Уже вечер, потемнело. Вот такая красота. Сегодня штормит. Передавали штормовое предупреждение. Ветер, все дела. А сейчас пойдем пешком в сторону Массандры. Мимо нового комплекса. Тут парковочка. Ну, отсюда идти минут 20, не спеша. Вот даже я включил запись. Сейчас посмотрим, сколько идти нам. Сейчас подъем тут будет вверх. Такая вечерняя зарядка перед сном. 20 минут ходьбы. Интересно, сколько в километрах отсюда. По-моему, до Ялты интурист. С той набережной, с центральной. По-моему, показывала 4-5 километров. Что-то такое. Получается, отсюда до набережной
Ну, километра 3 точно есть, я думаю. Может, 4. Если я правильно понял, как оно там показывало, блин. На карте. Ну, вроде бы так. Вроде бы 4-5 до Ялты интуриста с центральной набережной. Подъемчик тут такой идет. Подъемчики, подъемчики. Сейчас еще один подъемчик. Пляж и ресторан днем. Яркие вечеринки. Можно, конечно, было машину взять, доехать. Но лучше пройтись, чем на машине ехать. Тем более по такой красоте. Подышать воздухом. И зарядка, да, заодно перед сном. Сейчас где-то, наверное, градусов уже 13. На градус к ночи потихоньку уменьшается. Было 15, 14, 13. Да, где-то сейчас будет 12 где-то вечером. Сейчас уже, я думаю, где-то 12-13. Ялта вдалеке светится. Тут строят, все строят. Да, скоро все тут достроят. И будут все тут работать. Будут люди сюда заселяться, жить. Будет тут движуха. Будут тут миллион фотографий с видами. Да, вот те апартаменты, которые не в эту сторону, не боковые, а в ту сторону моря. Я представляю вид. Там тоже вид просто шикарнейший. Особенно если с балкончиком. Да, вообще шикардосно. Там он боковые. Да, вид, конечно, решает. Вид на море решает. Конечно, да. Шикарно, шикарно. Наверное, тут тоже по 1008-10 номера по-любому. Первая линия. Конечно, да. Тут уже он свет горит. Что-то тут уже происходит. Какая-то движуха. Какая-то движуха есть. Вот уже вышли к парку Массандра-Бич. Массандра-Бич. Массандровский парк. Храм святого Николая Чудотворца и мученицы царицы Александры. Вот так вот. Скай-Бич. Проходим Скай-Бич. Заглянем через решетку. Актера санатория. Актера. Санаторий этот актер. Тут тоже у них территория огромнейшая просто. Просто огромнейшая. Тут вот это здание вот стоит недостроено. Уже они его сколько-то пытаются что снести, не снести. Что-то, в общем, стоит уже долго. Фу. Ну вот мы все пошли в сторону Массандры. Это я в Никиту езжу. Так, эта дорога сюда.
на Ялту и туристы, потом туда вверх на Никиту и на Курзу, в Партенит, там, Алушту. И возвращаюсь тоже этой вот дорогой. Машин меньше, как бы меньше движуха. Нормально здесь, да, так именно. Нравится мне здесь ездить. Просто там по трассе едешь, там поток машин, да. А тут как бы часть дороги более-менее так спокойней ехать. Вот. Тихо, спокойно. Пока ветра, кстати, нету. Там что-то передавали. По-моему, сегодня среда, завтра к вечеру ветер. Потому что до 20, что ли. Вот завтра, да, будет и шторм сильнее, и ветер. И дожди. Завтра тоже дождь. Потом, по-моему, послезавтра нету. А получается в пятницу нет, а в субботу опять дождь. И на следующей неделе уже похолодает уже. Температура будет как зимой, холодина лютая. Ну как, по сравнению, блин, с другими там областями, регионами. Это вообще шикарно. 5 градусов, 7 тепла. Это, блин, вообще где уже и минус 12, и минус 15. В Башкирии уже минус 12, в Уфе, там еще в других местах. Так что как-то так вот. Ну вот мы идем. Идем вниз к Массандре. Кстати, Массандровскую набережную закрыли все. Не знаю, к Новому году откроют, нет. Наверное, навряд ли. Если будут делать так, как на Воронцовском дворце 2 года, то, конечно, да, ее до лета будут ремонтировать. Жалко, да. Храм видно, что ли, он отсюда светится. Это, да, конечно, так как бы там погулять, пройтись на набережной, здесь погулять, пройтись. Здесь я любил, возвращался с Никиты, там, с Гурзуфа, с Партенита, назад уже еду вечером. А раз сюда, на эту набережную, свернул, попил кофейка, посидел, балдел возле моря. И потом домой. А сейчас, в общем, все там, все на той набережной. Ну, ничего, будем ждать, будем надеяться, что к Новому году, может, частично откроют. Или полностью. Может, сейчас они раз-раз. Хотя тут уже вот декабрь. Они неделю назад где-то или 2 закрыли. За месяц и 2 недели, наверное, вряд ли там они прям все сделают. Короче, да. Хоть бы в январе открыли. Поглядим, посмотрим. Вот мы уже идем 10 минут. Не спеша. Ну вот еще минут 10, ну 15 максимум, да. Идти. Не спеша, прогулочным шагом. Тепло так, ветра нету, кайф. Фу-фу-фу-фу. Односторонка здесь. О, как носятся ребята здесь.
А этот мужчина, что с Башкирии приехал, работает в спортзале тренером. Он говорит, здесь ему вообще кайф. Говорит, здесь Ташкент у вас. Говорит, я здесь вообще в одном спортивном хожу. Ну, он привык же там всю жизнь, ну, большую там часть жизни, да, там прожил там, где, можно сказать, все время как бы холодно. Ну, большая часть, да, холодно, чем вот тепло. И зимы по минус 30, по минус 40. Говорит, здесь, говорит, лафа вообще мне. Он спуск туда на Массандру. Так что такие делишки. Идем, да, минут еще 10 идти до набережной, не спеша. Если чуть ускориться, можно и быстрее дойти. А я не спешу, в принципе, времени вагон. Мы никуда не спешим. Люди по дороге пошли. А ничего, что тут есть вон, где идти. Так что вот такие дела. Вечером. Собака лежит. Отдыхает. О, машина. А, ну вот уже можно перейти, в принципе, на ту сторону. Сейчас там уже с левой стороны все закончится. Зона пешеходная. Чуть-чуть там еще, да? А ну да. Еще чуть-чуть есть. Тихо, спокойно. Да, видно, он храм видно. Не помню, как он правильно называется. Храм чей-то. Я что-то так и понял, что его аж оттуда видно было. Смотрю, что-то такое знакомое. Небольшой такой храм там, да. Есть. Так, ну тут уже здесь перейти или дальше. Можно здесь, в принципе, уже перейти на ту сторону. У меня этот телефон уже 40% уже. Да хватит, в принципе. Сейчас тут дойдем еще, поснимаем. Хватит. Все, вот здесь, да, по-моему, заканчивается уже. Пешеходно, блин, слепит. Водитель, не слепи. Гостишка. Гостишка, он подвальное помещение. Помню, ходил в спортзал в подвале.
кондеров нету. Вот так окна подкрываешь, все равно духота. Особенно вот теплой весной, летом вообще жарище капец. И такой спортзал уже старый. Оборудование все старое, такое ржавое. Вот. Душевые ржавые, ну, старые такое же все потрепанное. Там потолок течет. Там где-то еще что-то. Короче, жесть. Потом уже новые спортзалы начали открывать. Современное оборудование. Да ты шо? То, как пошло дело, ты шо? Новые спортзалы. Там все новенькое, шкафчики новенькие, оборудование новое, душевые новое, все. Да, как помнишь, блин, по сравнению с обычным залом. Это жесть. Это жесть просто. Едут. Куда они все едут? Все куда-то идут, едут. Кто куда, кто домой, кто с работы, кто с прогулки, кто с откуда. Слепят, блин, водители. Включил свой свет яркий. Ну, вот уже дошли почти до гусей. Гуси-лебеди летали. Да, тут люди живут. Такие тут постройки старенькие. Старые. Еще дома строили. Ну, как типа как гостевые дома, как частный гостевой дом. Типа мини-гостиница. Строили еще, наверное, в 70-х. Дома, квартиры, эллинги, любое жилье, на любой вкус и цвет. Да, еще строили в 70-х, наверное, в 80-х. Так что... Вон гуси-лебеди. Раньше спускался где-то здесь была корыта. Ну, тут люди чуть-чуть идут, хотя столиков еще нету занятых. Да, скидка на пиво. На пиво, замануха, да. Скидка на пивасик. Уже 8 минут. 18 минут идем. Ну вот. 18 минут. Ну да, грубо говоря, да, вот за 20 минут. Просто я там где-то медленнее шел, где-то чуть быстрее. Вот. Но все равно, да, 20 минут идти с Чайки на пляже. Тепло так вообще прям. Я на распашку иду в спортивном костюме и в легкой такой курточке и на распашку. Класс.
Куда ты сдаешь? Так опасно. Кто-то тебе сейчас в жопу как зафигачит. Так, а нам надо перейти. Перейдем дальше там. Дальше там. Перейдем. А вот можно здесь перейти. Сейчас посмотрим. Машины пускай проедут. О, отлично. Все, пошли. Может, сейчас кофейка бахнем. Сейчас посмотрим, что тут шторм есть на этой набережной. Салон обуви, одежды. Ух ты, тут неровная местами. Плиточка. Джип-туры, как обычно. Что-то самокат не едет. Что ли, что-то оно подталкивает. Говорит, давай быстрее, поднажми. Поднажмите, поднажмите. Артек. Артек, Артек. Ну вот, набережная. Дошли. Дошли до набережной. Ну, сейчас пойдем туда, до кофейни, где я пью кофеек. Посидим, попьем кофеек там. Люди гуляют, ходят, гуляют. Хоть и будний день, все равно. Ну да, да, что вечерком пройтись по набережной. Фонтан здесь не работает. Фонтан работает только там, возле мэрии. Фух. Свет есть. Фух. Не верится, аж даже Новый год уже скоро, через месяц и неделю, да, месяц и неделя, капец. Можно здесь попить кофеек, но я хочу посмотреть, волны есть, штормит там в том месте, где всегда. Лазает такси. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Фу. Елочки же он стоят. Да. Туда. Елочки.
там, где я работаю. Да. 33 пингвина. Мороженое сейчас, конечно, есть. Хотя 15 градусов днем можно даже было. Воздух теплый, да. Газетки, журнальчики. Кому оно нужно сейчас? Бутики, магазины, бутики. Сейчас, может, зайдем в один магазин здесь. В свой. Та-да-та-да-та-да. Вот этот свой магазин. Так, ну что, идем кофеек. Пить кофеек идем. О, там штормит он. Уже собрались люди смотреть на волны. Ну, пока еще шторм такой себе. Маленький. Прям стали так в обнимочку так смотрят. Думают, вот это шторм. Это еще не шторм. Тут такие шторма здесь зимой, что вот здесь все вплоть до вот этих магазинов все, короче, достает. А это так. София. Дошли до Софии. София уже закрыта года два. О. Музыка. Фу, блин, тепло так. Очень тепло. Шторм передали люди между собой там. Будет завтра к вечеру. Пока еще так он только разогревается шторм. Не, в кафе мы уже не идем, мы наелись капитально. Борщ, тареляка, блин, такая, с салом, плюс салат, плюс фреш. Точно уже я есть не хочу, может быть, часов 9, в 10, но не сейчас, это точно. Сейчас кофейца бахнем, посидим и пойдем домой уже. Так, ну что, идем, в общем, в сторону мэрии до фонтана. Ой, кофеечек был очень вкусный. И здесь кофе, он и там кофе, и сям кофе, везде кофе, везде вкусно. О, тут он чуть-чуть поднимаются волны. Совсем чуть-чуть.
Вилла София. Люди стоят, ждут. Напился, так напился. Ну так тихо, ветра пока нету. Вот шторм чуть-чуть есть. Но он утихнет, а потом завтра еще он утихнет, а завтра к вечеру он опять пойдет. О, там. О, тут уже он ляпнуло. Тут уже ляпнуло. Стоят все, смотрят. Когда волна придет нормальная. Да не, пока сегодня, ну может чуть попозже будет что-то. Но сейчас пока ничего не будет. Маркет закрылся уже. Супермаркет. Все. Закрыто все. Плов Восточное Быстро. Отличное место здесь. Если хотите вкусный плов поесть, это здесь. Ну, и тут не только плов, там шашлыки, там есть шашлык, есть разные другие блюда, но плов именно, да, они готовят вкусно. Да, шторм будет завтра. Сегодня только разогрев, так скажем. А завтра будет колбасить не по-детски. О, летит. Что он так легко одетый для такой скорости. В эту сторону идешь, ветер есть. Даже можно и застегнуться. Сейчас надо застегнуться. Фонтан не работает. Он, по-моему, здесь зимой вообще не включают его, даже когда солнечная погода, не зависит какая погода. Фонтан только на мэрии работает. Так что идем на мэрию, на фонтан. И, в общем, домой идем. Ну, малой с гитарой поехал на занятия вечерние.
А тут как дождик моросил, еще не подсохло, что ли? Ха, непонятно. Еще работают. Кафешечка. А ну они, наверное, до 9 или до 10. Сидят 2 столика. Пара-пара-пара-пап. Тыры-тыры-тыры-тыры. Ну вот, мэрия. Да, вообще, вот с этого, с Ялты интурист пройтись даже до набережной вообще кайфово. Минут 20 спокойным шагом, и ты уже на набережной здесь. А здесь можно посидеть где-нибудь, попить кофейка там, перекусить, все дела. Помню, когда здесь закрыто было, ремонтировались, сюда ходили в обход. Тут забор еще стоял, обходили постоянно. А я с собой сегодня зонт взял, а дождь таки не пошел. Хотя по прогнозам передавали дождь до 6 часов там стояло, а дождя так и не было. Да. На последнем этаже спортзал и пиццерия Мамасита. Со спортзала вышел, и напротив пиццерия. Ну там не типа как кафе. И сразу в кафе есть. И сразу есть в кафе. Ну ладно, до новых встреч в горах, на трассе и на набережной.